настоящее время проблемой во всем мире стало насилие и жестокое обращение родителей и иных взрослых с детьми, их вербальная агрессия, сексуальное, эмоциональное или физическое насилие над несовершеннолетними. Перечень видов насилия над детьми в настоящее время пополнился, включив экономическое насилие, торговлю детьми и прочее. Между тем, модель поведения, усвоенная в детстве, воспроизводится в других социальных институтах, в школе, армии, государстве в целом. Поэтому остановить насилие возможно только преодолев жестокость по отношению к беззащитным детям. В настоящее время усугубилась проблема насчет насилия со стороны родителей либо иных взрослых над детьми. Для поднятия этой темы мы провели мини-эксперимент между жителями нашего города и задали им несколько вопросов и узнали их отношение насчет этой проблемы. Здравствуйте. Здравствуй. Можно задать вам один вопрос? Пожалуйста. Как вы относитесь к тому, что в некоторых семьях в целях воспитания используют насилие? Насилие? Конечно, против. Разве так можно? Детей бить? Или, как еще сказать? Нельзя, конечно. Дети есть дети. Детей никогда нельзя бить. Их надо обнимать, целовать. Спасибо Что большое. Вот. Сәлеметсіз бе, сіздің атыңыз? Сәлем, Мурсал. Сізге бір сұрақ қоюға бола ма? Әрине. Сіз балалар тәрбиесіне зорлық-зомбылықтың қолдануына қалай қарайсыз? Менің ойымша бұл бұрыс. Себебі ол баланың өскенде психикасына әсер етуі мүмкін. И бұл законмен запрещено. Спасибо. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Кейбір отбасыларда балалардың тәрбиесіне зорлық-зомбылықты қолдануға қалай қарайсыз? Енді оған біз қарсымыз, әрине. Баланы әр уақытта ол зорлық зомбылық қылмай әдемілеп тәрбиелеу керек. Ата-ананың ол парызы жақсылап тәрбиелеу. Баланы лажы болса әдемілеп, қазіргі лауазымды немен тәрбиелеу керек қой, балдарды әдемілеп тұрып. Сонда қандай әдемі, өздерінде әдемі балдар шығады, әдемі қыздар шығады. Баланы еш уақытта үйде үйтіп зорлық зомбылық жасамау керек. Балаға лажы болса емес, вообще солай болу керек, ұрмау керек, баланы соқпау керек, жақсылап тәрбиелеу керек. Ақылменен. Сол кезде ол бала әрине келешекте қандай келешегі бар, жақсы азаматша болып шығады. Иә, халқымыздың, Қазақстанымыздың жақсы азаматтары болып шығады. Иә. Рахмет. Ваше имя? Азиза. Можно задать вопрос? Да. Как вы относитесь к тому, что в нескольких семьях в целях воспитания используют насилие? Негативно, так как это отражается в детях в их будущем, а также она способствует тому, что в будущем у них могут быть психические травмы. Спасибо большое. Здравствуйте. Как вы относитесь к тому, что в некоторых семьях в целях воспитания используют насилие? Так, очень плохо, потому что это напрямую влияет на ребенка, на его психику. И ребенок просто может, во-первых, он замкнуться может в себе, во-вторых, уже ожидать от него, что получится хороший человек, этого уже, наверное, нельзя, потому что ребенок первое воспитание он всегда берет с дома, с семьи, а потом уже со школы. И в мерах воспитания никогда нельзя использовать насилие. В первую очередь нужно стараться быть другом для ребенка. Не отцом, не воспитателем, не карателем, а именно другом. Стараться вникнуть в его жизнь, в его проблемы. И, наверное, таким путем можно решить все проблемы. Спасибо большое.